Михаил Саакашвили ушел с поста губернатора Одесской области. До новых встреч. Спасибо. И возвращается в большую политику. Я, по-моему, единственный из украинских политиков, который известный, который имеет только одно гражданство, украинское. Вернуться в Грузию он не может, в Соединенных Штатах его тоже не ждут. Против него возбуждено уголовное дело, он подан в международный розыск. Бывший президент Грузии уже создает свою партию в Украине и призывает к досрочным парламентским выборам. Я практически уверен, что мы победим. И мы сменим власть, и мы сменим вообще отношение народа к власти. Киевская Рада уже всерьез задумалась о депортации Саакашвили. Сведение политических счетов? Что это за позор? Программа «Специальный репортаж» о схватке недавних друзей за власть и ее возможных последствиях. Хлопуш едет себе в Грузию и доказывает, как честно надо жить, если он с тюрьмы оттуда. Бывший советник президента Украины объявил войну Порошенко. Я приду к нему за процедурами смены власти и назначения новых выборов. Он создает свою партию «Движение новых сил» и готовится к досрочным парламентским выборам. На украинском политическом поле появляется новый игрок. Мы должны достичь досрочных парламентских выборов и привести нормальный новый политический класс и полностью убрать от управления старый политический класс на уровне правительства и Рады. Вот наша цель сейчас. Поэтому надо было ехать в Киев и менять Киев. Мы этим сейчас займемся. Так со мной еще никто не разговаривает. Саакашвили человек амбициозный, и, в общем-то, я так понимаю, он хочет сохраняться не только там какой-нибудь украинской или грузинской, но вообще в глобальной, в мировой политике. Ростислав Ищенко. В прошлом дипломат и советник вице-премьера украинского правительства. Покинул страну в марте 2014 года, сразу после перемен во власти. В эти же дни на Украину приезжает Михаил Саакашвили. В стране началась смена элит. В принципе, это политический аферист. И сейчас просто пытается стать нужным перспективной новой власти, неважно, какая она будет. Ну, то есть неважно, кто там подвинет Порошенко, важно, чтобы у Саакашвили в этой новой конфигурации появилась какая-нибудь позиция, потому что вернуться в Грузию он не может, в Соединенных Штатах его тоже не ждут, против него возбуждено уголовное дело, он подан в международный розыск, и кроме как на Украине им, в общем-то, окапываться особенно нет. Вместе с бывшим президентом Грузии на киевское политическое поле вышли и другие игроки его команды. Это новый глава милиции Одессы. Михаил Саакашвили – это политик, который в массе свои политические активы имел непосредственно в Грузии после прихода Иванишвили, который представляет собой как раз грузинскую мечту. Саакашвили перебрался вместе со своей командой на Украину. Первоначально он десантировал их на позиции замруководителя различных ведомств, в том числе, например, на позиции, связанные с Министерством внутренних дел, с Министерством иностранных дел. В дальнейшем он сам, так сказать, десантировался на Украину. Команда Саакашвили продержалась недолго. Я сделала что-то маленькое, но важное для всей страны. Наступает черед босса. Изменить жизнь в Одессе не удалось. Пора спасать страну. Одесса разовьется только после того, как Киев будет освобожден от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизм. Поэтому Михаил Саакашвили держит паузу, прежде чем объявить об уходе из одесских губернаторов. Он словно ищет в своих бумагах потерянный сценарий. Сейчас сказать или позже, все-таки сейчас. я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. По удивительному совпадению, уход недавнего друга Порошенко в оппозицию приходится на день выборов президента американского. Позже Саакашвили скажет, что все предвидел, и похвастается дружеским видео с Трампом. Вот сейчас мы ходим, мы вот так ходили, ему понравились подсветки от пальм. Он принял решение о сложении себя полномочий, потому что, как известно, Саакашвили имеет какие-то связи с действующим президентом США и, скорее всего, пытается именно отыграть позицию оппозиционного деятеля на украинской политической сцене. Он мне позвонил, пригласил к себе. Сейчас буквально Михаил Саакашвили в бытность президентом Грузии показывает заезжему миллиардеру проекты тбилисских новостроек. Предлагает вложиться в строительство. Кто же знал тогда, как развернутся их судьбы? Развиваться будет дальше по нисходящей. То есть от президентов к губернаторам, от губернаторов еще что-нибудь там такое, лидер какой-нибудь там псевдопартии, а дальше человек просто будет развлекать публику за деньги. Это не работа.
И мне это очень надоело, и я от нее очень устал. Громкое заявление Саакашвили об отставке наделало шума. Ровно столько, насколько и было рассчитано. Но по горячим следам мало кто обратил внимание на важные детали этого выступления. Я действительно не хочу оставлять одесситов на произвол судьбы. Но я им хочу сказать, мы обязательно поднимем и Одессу. А кому, собственно, говорит о своих чувствах Саакашвили? За спиной молчаливая массовка молодых лиц. По бокам почетным караулом красавицы из недавних назначенцев. И выступает губернатор вроде бы от их имени. Но перед кем? Я хочу просто задать вопрос. Сколько можно врать и обманывать? Мне это реально надоело. Я реально от этого устал. Вместо глаз одесситов перед ним лишь глазки телекамер. И я хочу сказать, меня так много еще никто в жизни не обманывал. И так цинично. Бывший президент, отказавшийся от гражданства своей страны ради пропуска в украинскую политику. Надеялся стать своим, освоить язык, местные правила, но так и остался чужим. Вас здесь приютили, и вы хотите эту страну просто уничтожить. Но это же просто стыдно. Но это не по-кавказски, это не по-мужски, это не по-человечески. Когда он пытался говорить на украинском языке, никто из окружающих вообще ничего не понимали, да? Ну, то есть на каком языке он вообще говорит. Это в цьому кримінальному угрупуванню. Пост губернатора Одесской области Саакашвили получал из рук Петра Порошенко. Однако новый украинский гражданин, похоже, не сразу понимает, какие перемены в его статусе происходят после получения паспорта незалежной. Проходите ближе. Знаете Саакашвили? Я привез его. Теперь он останется в Одессе. Из друга студенческой юности президента он превращается в его подчиненного. Одного из многих. Киевская элита с заезжим конкурентом уже не церемонится. Я прошу вас. Не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. За свою страну довел! Ходите к черту из моей страны! Он пытался стать украинским политиком, но явно не состоялся, то есть он не смог интегрироваться в украинскую элиту, он не смог создать собственную партию, его люди, которых он с собой привел и которые были расставлены на ряд ключевых постов, очень быстро эти должности потеряли и уехали с Украины. В этот момент ему стало понятно, что если он хочет и дальше как-то участвовать в украинской политике, ему надо искать нового патрона, то есть он должен быть кому-то нужен. Он говорит, ну что, Михаил, твои друзья президента, наверное, тебе больше не звонят? А говорит, вот я сейчас тебе позвонил и буду президентом стану в Америке, еще раз тебе позвоню. До последнего момента оставалась надежда на возвращение в Грузию в случае победы своей партии на парламентских выборах. Но та не сумела получить необходимое большинство, не оставив выбора и самому Саакашвили. Грузины в его честь закатили псевдопохороны. Во время грузинских выборов парламентских его партии не удалось получить большинство, ну и серьезно укрепить свои позиции в одномандатных округах, хотя там шла его жена, напоминаю, одномандатником. Он принял решение о сложении себя полномочий и, соответственно, перешел, скорее всего, в публичную политику украинскую и, судя по всему, со ставкой на Трампа. Результаты выборов американского президента для новой украинской элиты обернулись сильнейшим шоком. Смена хозяина в Белом доме – угроза всему фундаменту киевской власти. Практически все украинские деятели выступали в поддержку Клинтон и, в общем-то, достаточно нелицеприятно отзывались о Трампе. И теперь им надо каким-то образом налаживать с ним отношения. Вот Саакашвили посылает им сигнал. Я могу быть полезным, потому что я с Трампом водку пил, и вообще он обо мне хорошо отзывался. Он никогда не останавливался. В этом он еще хуже, чем я.
Недавние коллеги по власти уничтожают свидетельство нелояльности к новому патрону из Вашингтона. Саакашвили, наоборот, выкладывает доказательства дружеских связей с новоизбранным Трампом. Давние съемки вдруг превращаются в инструмент политической борьбы. Я думаю, что Саакашвили почувствовал конъюнктуру, протестное настроение и смену внешнего заказчика. Собственно говоря, в связи с этим он и решил поменять место приложения своих сил. Я думаю, что Саакашвили понял, что ловить ему на этом позиции именно как представителю исполнительной власти нечего. И он прекрасно понимает, что у нового руководства США будет очень серьезный запрос на новую политическую группу на Украине. Я не собираюсь это терпеть, мне это надоело, я от этого устал. 7 ноября, в день американских выборов, эта фраза звучала как трагедия. Он устал. 8-го, после объявления результатов голосования в Америке, пошли совсем другие интонации. Сколько можно в Украине одно и то же делать? Я жду действий от президента. Я думаю, наверное, его друзьям или недругам в украинском, как они любят выражаться, политикуме, да, то есть среди нынешних украинских элит, с кем у него может быть не очень хорошие отношения, чтобы они на всякий случай подумали, стоит его трогать или нет. А то вдруг действительно нажалуется, вдруг у него там мобильный телефончик секретаря остался, сделает один звоночек, и все, ай-яй-яй, кто-то получит по голове мухобойкой там из Вашингтона. Кто-то прореагирует, да, и на Украине кому-то станет неприятно. Смотрите далее в программе «Специальный репортаж». Неожиданные метаморфозы Михаила Саакашвили. Сотрудников уберите. Сотрудников. Убирайся со своей руки. Как отставной губернатор готовится к новым победам. Если он придет в публичную политику, то фронт напряженности будет выстраиваться прямо от Грузии и до Украины. Мы будем добиваться досрочных выборов. Я практически уверен, что мы победим. И мы сменим власть, и мы сменим вообще отношение народа к власти. Объявляя о своем уходе из одесских губернаторов, Михаил Саакашвили повторял неоднократно: он устал и надоело. Для того, чтобы в конце выступления перед телекамерами вдруг заявить о внезапно появившихся новых силах. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются, и пусть они только не насчитывают избавиться от меня. Ему дали конкретный участок работы. Вот если бы он туда не шел, все бы думали, что он умный. Когда он взял Одессу и побыл там какое-то количество времени, самый низкий рейтинг у него в Одессе. Потому что вся Одесса знает, что он там вытворяет. Пора уже Украине заканчивать этот позор, что используются вот эти ребята вместо того, чтобы воевать. Используются для сведения политических счетов дешевых. Сам Саакашвили ни на Украине, ни в принципе в мире не обладает ни какими-то значительными ресурсами, ни каким-то авторитетом для того, чтобы на что-то влиять. И, например, может только улавливать тенденции и пытаться в них встроиться. И то, в общем-то, то, что он предлагает, да, вроде своей якобы дружбы с Трампом, ну, это больше блеф, да? То есть это попытка стать нужным, не имея даже что предложить. Через пару дней после отставки бывший одесский губернатор – гость на телевизионном ток-шоу. Кто бы сомневался, он ушел, чтобы вернуться. Нам не нужен Майдан сейчас. Нам нужна организованная народная политическая общая сила, которая сможет сказать: хватит, наворовались, уходите, дайте стране жить. Но я так понимаю, что ставка его связана не с тем, что он не смог туда интегрироваться, а с тем, что Саакашвили почувствовал, понял или узнал, что режим Порошенко зашатался, что возможны всякие, так сказать, проблемы и неприятности у Петра Алексеевича. Порошенко тоже, похоже, почувствовал беду. В Украине уже всерьез заговорили о депортации украинского грузина. Решение Интерпола. Я просто ненавижу, когда над нами бесконечно ставят опыты. Поэтому Михо пусть едет себе в Грузию и доказывает там у себя, где он построил хорошую правоохранительную систему, как честно надо жить, если он с тюрьмы оттуда выйдет. Жена Саакашвили тоже указала верную дорогу своему супругу. Та
Если понадобится из Одессы до Салалаки рыть тоннель, поверьте мне, он это сделает. И Миша будет с нами. Проект у нас уже есть. Все. Тем временем Петр Порошенко 6 часов дает показания следователям Генеральной прокуратуры по делу о стрельбе на Майдане. Дональд Трамп заявляет о потере интереса к Украине и проблемам ее руководства. Своих дел хватает. Сейчас стало модно быть в оппозиции. Да? Вот сейчас вся эта компашка веселая, она довела Украину до состояния просто распада и хаоса. И сейчас посмотрите, Юлия Тимошенко вывела людей на улицу Грушевского, да, пытается там инициировать как бы Майдан. Да? Ну, не обладает ни ресурсами, ни поддержкой, ни финансами, ничем. Ну, вот тем не менее, они как бы создают такую видимость какого-то протеста. То есть они будут имитировать какую-то протестную деятельность. То есть вот виновники всего того ужаса, в который они окунули Украину, они теперь будут бороться с последствиями своей собственной деятельности. Саакашвили не скрывает ближайших целей. Запланированная им партия должна пройти в украинский парламент и как можно скорее. Фактически сейчас он собирается именно связать свое будущее именно с политической составляющей, скорее всего, будет играть против Порошенко. В лагерях, в которых сейчас обитает Савченко, Тимошенко, Лешко, соответственно, оппозиционный блок, то есть на самом деле все остальные. Досрочные выборы Верховной Рады – угроза для Порошенко. Новый депутатский корпус подбирается для возможного импичмента президенту. Тем более, когда тот теряет популярность внутри страны и поддержку из-за океана. Новоизбранный президент США уже дал понять, в отличие от предшественников, для него украинские проблемы уже не актуальны. Саакашвили среагировал на это одним из первых. Мы обязательно объединимся, и мы обязательно закончим эту борьбу победы Украины. Если он придет в публичную политику, то фронт напряженности будет выстраиваться прямо от Грузии и до Украины. Потому что, несмотря на то, что он объявил о своем сохранении статуса именно в Украине, шансы и пожелание получить президентский пост обратно у него все-таки есть. Кого на самом деле ведет во власть новая оппозиция? Кто ждет своего часа в запасном полку? Возможно, в ближайшее время на Украине появится новая политическая сила, которая себе уже сейчас обозначила. Это так называемый национальный корпус Азов. Это серьезная сила, которая подспудно зреет. У них сейчас уже в каждом районном центре есть свои не только ячейки, но уже организации. То есть они уже структурированные, они набирают массу. Они полностью поменяли риторику, они не хотят в Европу, они хотят Балто-Черноморскую дугу создавать там, антироссийскую. То есть они используют те ошибки, которые совершает нынешнее правительство, да, и пытаются использовать их в своих интересах. Михаил Саакашвили прошел путь от революции РОС до оранжевого Майдана. Пауза была недолгой, и он возвращается в большую политику. Скоро весь мир узнает, какого цвета будет новая революция.